ГСП онлайн. Городские новости сейчас. На общегородской планерке вновь обсуждают подачу газа, теперь немного в другом ключе. Управление капитального строительства рапортует, что многие люди получили акт об исправности вентиляции. Есть те, с кем связаться не могут, но в каких-то квартирах пустить газ на колонки возможно. Представитель газовой службы замечает, что для этого собственник должен обратиться с заявлением. Если исправность подтверждается, можно давать. Однако заявлений немного, то есть люди сами то ли не знают, то ли не идут. В этой связи, если акт у вас есть, обращайтесь, и проблема решится оперативнее. Еще одна постоянная тема – перевозка хлора на Яриге. Недавно сюда доставили еще одну партию вещества. Потому что у нас выведен монитор точно такой же, какой у Ространса, с ними на телефонной связи. Был выезд, смотрели обстановку, обстановка стандартная, отклонений нет. В штатном режиме работают оба предприятия – Ространс и Сетек. Сколько еще осталось мест? На сегодняшний день ожидается еще две последних машины, и на этом разгрузка закончится. Сегодня вывезли, да? Да, сегодня разгрузка будет закончена. А количество хлора сколько привезли? Количество хлора ориентировочно 60 тонн. Снова крайне актуальна тема безнадзорных животных. Сообщения о собаках поступают стабильно. Чем дальше от центральных мест, тем страшнее. Управление ЖКХ отвечает, что согласно контракту подрядчик, судя по цифрам, за полгода отловил 38 собак в городе, 18 в поселках. Собак стерилизуют и возвращают в место обитания. Эффективность таких мер под вопросом, как и цифры отловленных животных. Только 50 собак только в одном поселке, наверное, нужно было подловить, если вы нормально сходили. Сколько их там бродят? Приглашаете подрядчиков, которые есть, и выясните мне, пожалуйста, вот действительно вот процесс тот, который делают, для чего тогда вот нужны они, для чего тогда мы платим им такие деньги за то, что они пришли, там, стерилизовали, выпустили. И от этого толк-то что? Они, наоборот, еще злее становятся. Магомед Османов предложил связаться с другими возможными подрядчиками, вдруг да и найдутся более эффективные способы решения проблемы. Если же желающих взяться за дело нет, то обсудить, что мешает найти. Может быть, цена контракта мала или что-то еще. Упомянули и о недавней ситуации с бывшим торговым центром «Север», а точнее о грузовых машинах с мусором без тентов, которые выезжают с места стройки. Давеча там побывала у ЖКХ вместе с ГИБДД. Вначале пытались выехать, но потом, значит, я как бы запретил им выезд самым настоящим образом водителей. Без кошмы верхнего укрытия, и колеса должны быть чистые. Вот. После этого, значит, вывоз прекратился, закрыли двери, вышел какой-то там мужчина, с ним переговорил, оказывается, прораб. То есть тоже поставили в известность о том, что работу прекратить до тех пор, пока не будут устранены вот эти вот требования. То есть по... Предписание выписали? Или так, устно, на словах? Устно на словах. Из другой информации. Есть просьба установить дополнительные урны, особенно в поселках. Всего их сейчас в районе 420. Новые доделает спецавтодор, и они будут поставлены. Озеленение города продолжается, высажены 16 клумб. Ремонтные работы в здании бывшего межшкольного комбината идут полным ходом. Напомним, сдать его должны в строй уже в сентябре. На планерке принято еще одно важное решение. Отопительный сезон в Ухте закончится в эти выходные. Соответствующее постановление должны подготовить сегодня, 15 июня.